Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто сегодня думал о вас, мечтал, представлял, вспоминал? Давайте посмотрим. Ни о ком не думайте, просто загадайте на себя, и песочек все покажет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, тут прям стрелка вверх пошла. Двойная стрелка пошла вверх. Так, мои хорошие, буква А вышла. Видите, вот она, буква А. Четко. Не знаю, видно вам, не видно? Сейчас попробую аккуратненько. Аккуратненько вам показать букву А. Вот она, видите? Буква А. О вас думал человек на букву А. Это либо имя, скорее всего, имя, ну и также может быть фамилия на букву А. Еще может быть прозвище, либо должность. Но мне больше идет, что все-таки имя. Двойная стрелка вверх. Тут не только думал, не только вспоминал, но и, скорее всего, строил планы и мечтал. Возможно, человек далеко от вас находится, либо у вас с этим человеком нет какого-то контакта, связи между вами нет. Может, это новый человек, которого вы зацепили, буквально заякорили, а возможно человек, с кем разошлись ваши дороги. Все-таки отсыпка общая, но четко буква А выходит. Вспоминайте, вы должны знать, кто этот человек. Человек, который испытывает к вам какое-то, не знаю, чувство, вот хочется вас защитить, хочется вас вот так прижать к себе и закрыть от всего мира. Это не только про любовь, здесь вот именно про защиту. Почему ему хочется вас защищать? Вот это прям интересно. Хочется над вашей головой зонтик раскрыть, чтобы ни дождь, ни снег на вас не попал, и солнце, чтобы не жгло вам кожу. Какая-то вот особая нежность, что ли, у него к вам, у этого человека. Ну-ка, давайте посмотрим, почему. Вот про любовь не показано, показано именно «хочу защитить». Защитить. Может быть, он жалеет вас. Ой-ой-ой. Метла. Почему-то этот мужчина считает, что вы в каком-то очень сложном жизненном положении, в какой-то очень тяжелой жизненной ситуации. Что-то он про вас знает. Знает, от чего у него сердце кровью обливается, и вот хочется вас защитить. Какой-то вы, возможно, ему показались очень несчастной, либо беспомощной, такой, знаете, ранимой, может быть, показались. Вот хочется вас защищать. А я вам скажу, это очень классно, это даже лучше, чем страсть. Когда мужчина хочет защищать женщину, в нем просыпается этот дух защитника, рыцаря, это лучше, чем страсть, намного лучше, чем страсть. Так. Какие-то вы в нем чувства вызвали невероятные. Вы такая какая-то невинная, хрупкая, по цветочку прекрасная ему показались. Это для него шанс себя проявить. Проявить себя вот прям сильный мужчина. Прям захотелось проявлять себя именно так. Далеко он от вас находится. Хочется вот все бросить и мчаться в вашу сторону. Прям говорит, ничего делать не могу, забыть ее не могу. Я за нее очень сильно переживаю. Как она, что у нее там, страдает, переживает, болит у нее что-то. Кто-то мешает ей жить, либо создает проблемы. Вот хочу все бросить, побежать и защитить. Вот хочу ее спасти. Давайте еще про этого мужчину посмотрим, что за персонаж такой интересный. Но тут в песке немножко показано про него, про то, что он умный, про то, что он сильный, про то, что у него жизнь какая-то такая, знаете, вот стабильная. Респектабельный, кстати, мужчина. Вот у него вроде все везде в порядке, что он приключений просто ищет.
Ох, птица высокого полета. Это, о, еще и сам вышел. Так, ой. Мужчина явно любит путешествия. Наивный. Слышите, прям брутальный мужчина, а в душе как ребенок, светлый и позитивный. Птица высокого полета. Должность высокая, есть какие-то регалии, звания, награды. Прям человек многого добился, выше всех взлетел. По внешности прям такой харизматичный мужчина. Вот нет такого, что он прям рубаха-парень. Скорее производит впечатление мужчины горы, скалы, уверенный в себе. Может быть, не самый там красивый мужчина в мире, но внушает и страх, и авторитетный. Путешествовать очень сильно любит. Возможно, сейчас он в какой-то поездке. Вот, кстати, да, может, это вообще ваш мужчина, ваш парень, который сейчас куда-то уехал, там сидит на иголках, думает, что вас кто-то обижает, переживает за вас. Но, может, и не ваш мужчина, да. Ну, как ребенок почему-то идет, как наивный, очень такой чувствительный, эмоциональный. Какой-то такой симпатичный в плане вот души, да, душа такая детская. Так, ну что, узнали? Пишите в комментариях. Если не узнали, давайте дальше разбираться. Смотрите, в глазах этого мужчины вы действительно вот как этот волчок, да, видите, волчок, который сломался. Много на вас тяжелого чего-то выпало, да, задач, ответственности. Может, вы на себе все тащите, может, у вас работа очень сложная, может, у вас и работа сложная, и семья на ваших плечах, да еще и там со здоровьем какие-то у вас проблемы. Что-то он знает такое, что заставляет его за вас очень сильно переживать и вызывает в нем чувство вот рыцаря, да, идти вас спасать и защищать. Но вы знаете, это все-таки о многом говорит. Вспоминайте, где что происходило недавно. Что недавно случилось, с кем вы общались, кто вас видел, кому вы что говорили, кому на жизнь жаловались, либо на проблемы, может быть, жаловались, кто мог про вас кому-то что-то рассказать, да, и такое еще может быть. Жалеет, этот мужчина вас жалеет, этот мужчина прям какой-то вашей тревогой либо болью проникся. И еще вижу, что этот мужчина обязательно будет действовать. Вот он прям берет цель на то, чтобы вас защитить, спасти, вмешаться, улучшить вашу жизнь. Он будет действовать. Прям в прямом смысле слова очень много действий от него пойдет. И эти действия, они все будут направлены именно на вашу поддержку, на то, чтобы вы не плакали, чтобы вы не страдали, на то, чтобы вы были счастливы, на то, чтобы вы улыбались. Вот себя не пожалеет, даже на какие-то жертвы пойдет. Ну, допустим, да, если там работа, какие-то дела, просто вот на паузу поставит и будет помогать вам. Это хороший знак. Может, его сами ангелы к вам послали, да, чтобы он вмешался, помог, защитил. Ну, всякое в жизни бывает, да. Но вот все-таки неплохо показали, очень даже неплохо. Так, еще о вас думал другой мужчина. Мужчина, который на вас страшно обижен, зол. Я бы даже сказала, смотрите, какая разительная разница. Да? Этот хочет защищать на букву а другой хочет что-то вам доказать. Вот он такой, ах, она такая, она сякая, она меня обидела, там, во мне засомневалась, либо она там как-то себя повела не так, как нужно. Прям злится, кипит. У него там прям какой-то ну как шкварки, да, шкварчит все внутри. Вы знаете, вы ему правду сказали, а ему это не понравилось. Вот какие-то ваши слова прям в глаз, да, не в бровь, но в глаз попали. И от этого у мужчины прям пукан прорвало. И он такой, как она могла, как она посмела, да кто она такая, да. Вот, кстати, вот это больше на вашего бывшего похоже, может быть, и не бывший, может, и нынешний действующий. Что-то вы ему прям хвост прижали, да, и он весь аж такой на дыбах, успокоиться не может. А не может успокоиться, потому что правда жжет, прожигает. Вы его раскусили, вот так не идет, да. Вы самую суть проблемы увидели, что проблема не в ком-то, не в чем-то, а именно конкретно в нем самом. И вы ему эту правду сказали.
и это его прям очень сильно триггерит. Ему хочется мстить, ему хочется прям доказать, что вы были неправы, а доказывать-то нечем доказывать, потому что все это правда. Хочется, чтобы вы перед ним извинялись, хочется, чтобы вы свои слова назад забрали, чтобы вы пожалели. И он прям, смотрите, мысленный бумеранг в вашу сторону направляет, желая вам какого-то негативного исхода. Но у вас этот бумеранг точно не попадет, потому что вы ничего плохого не сделали. Вы правду сказали, вы правду почувствовали, вы ее увидели, и вы ее обнародовали. Этот бумеранг, он как его фантазия, иллюзия, не попадет. Бояться вам не надо. А тот, кто сейчас зол на вас, до него дойдет, что он был неправ. Не сейчас, но позже дойдет. И этот человек даже еще будет пытаться все исправить. По крайней мере, у вас будет просить возможности все исправить. Не знаю, дадите, не дадите. Будете слушать, не будете слушать, но тем не менее. Да, возможно, это бывший, который, например, простить вас не может за то, что вы от него отказались, либо сказали, что он бестолочь, что он никому не нужен, что он просто ленивый, какой-то с плохими наклонностями мужчина, с которым вам не по пути. И злится, сидит перебирает ваши эти слова, которые вы говорили, и прям пыжится, тужится, Ну-ка, давайте посмотрим. Кто бы сомневался, Мышь вышла. Смотрите, вот этот побегает и все равно вернется. Вернется, потому что все-таки вы правду сказали. Вы ничего не придумали, лишнего ничего не сказали. Вы сказали как есть. Он это знает, и поэтому ему это болит. Он, наверное, думал, надеялся, что вы никогда этого не скажете, либо так и будете играть в эту игру, делать вид, что ничего не происходит. Но нет, вы не стали. И поэтому, вот такое между вами произошло. Смотрите, это не обязательно про отношения, хотя у кого-то точно про отношения. Может быть, это на работе у вас какой-то конфликт. Может, с родственниками, какому-то мужчине, либо парню сказали что-то, и он прям как против шерсти, себя чувствует. Так, а что вы еще должны узнать? Что вы должны узнать? Вы должны узнать, что как бы ни была тяжела ваша дорога, выход все равно найдется, что вокруг вас много хороших людей, и кто-то очень верный есть, преданный. И еще то, что в вашей жизни придет момент, когда все стабилизируется, когда какая-то гармония восстановится, и все встанет на свои места. Мои дорогие, два мужчины. У кого-то отыграются сразу два, у кого-то один, у кого-то второй. Один точно на букву А. И этот мужчина будет вам помогать, он будет вас защищать, он будет вас спасать. Что-то будет для вас однозначно делать. И делать по благородству души. Я не вижу здесь прям сильно про чувства, я вижу здесь про желание. Желание раскрыть над вами зонтик. Желание вас к себе прижать, обнять и от всего мира защитить, от всех бед, невзгод мира защитить. И, как говорится, ангелы, пусть хранят этого мужчину, и вас, конечно, хранят. И пусть у этого мужчины все получится. Вот этот, кто на букву А. И второй мужчина. Второй мужчина — это может быть бывший, это может быть настоящий, это может быть кто-то из знакомых родственников. Мужчина, которому вы правду в глаза сказали. Мужчина, который кипит от этой правды, очень болезненная эта правда, но вы сказали как есть. Мужчина, который буквально хотел бы вас сейчас на части разорвать, но у него это не получится. Он не может этого сделать. Сам по себе, наверное, трус. И высшие силы этого не позволят. Мужчина, который сейчас кипит, он остынет, до него дойдет, до него все дойдет, и что был неправ, и что лишнего наговорил, и что зря на вас обижался. Там высшие силы найдут, как ему глаза открыть, как до него достучаться, а они точно достучатся. И вот этот который злится, он еще будет пытаться вам что-то предлагать, что-то навязывать, возможно, как-то с вами договариваться. А вы уж сами решайте. Что касается вашего будущего,
вокруг вас много хороших людей, да, возможно, они там не кричат, в грудь себя не бьют, что мы хорошие, да, на себя там эти наклейки не наклеивают, но тем не менее они есть. И есть некто, кто прям очень верный и преданный. Не знаю, мужчина либо женщина, но как бы верный, преданный друг, либо верный, преданный родственник точно у вас есть. И вы близки к стабильности. Да? Вот идут какие-то события, которые буквально через какую-то кривую дорожку, витиеватую, выведут вас в стабильность, в спокойствие, в гармонию, ну и какие-то нормальные условия. Вот ваше будущее, оно открыто. И оно создается именно сейчас. А вот этот, кто на букву А, он еще сыграет роль. И чуть ли не главную роль сыграет в вашем будущем. Да, возможно, это просто какой-то случайный знакомый, либо какой-то случайный вот момент произошел в вашей жизни. Но человек все-таки по судьбе, вот кто на букву А, точно по судьбе. Двойная стрелка говорит о том, что это человек надолго в вашей жизни. Да? Еще, может быть, до конца не вошел, но войдет и надолго в вашей жизни задержится. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.